Сегодня, 27 сентября 2018 года, в День государственности республики, в должность главы Республики Саха-Якутия официально вступает Айсен Сергеевич Николаев. За словами присяги, которую торжественно произнесет избранный Илдархан, огромная ответственность перед каждым жителем Якутии. На прошедших 9 сентября выборах якутяне доверили пост руководителя республики лидеру новой формации. По сути, произошла смена поколений во власти, оправдавшая ожидания якутян. Айсен Николаев – профессионал из новой плеяды государственной и политической элиты страны. Лидер, обладающий передовым мышлением, способный без промедления реагировать на любые перемены, принимать четко взвешенные решения и нести за них ответственность. 28 мая президент России Владимир Путин назначил Айсена Николаева временно исполняющим обязанности главы Якутии. Решение президента является продуманным и основано на вкладе в жизнь республики и на его профессиональных и личных качествах, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Айсен Николаев без раскачки приступил к решению проблем региона. Свой первый указ глава региона посвятил ликвидации последствий наводнения и вылетел в группу колымских улусов, сильнее всего пострадавших от стихии. За 4 месяца уже побывал в 25 районах республики, встретился с тысячами жителей городов и сел, решая их насущные проблемы. Новый лидер Якутии призывает не бояться трудностей и амбициозных задач, смело двигаться вперед, реализуя уникальный потенциал республики. От стабильности пора переходить к прорыву. Республика Саха-Якутия может и должна стать одним из лидеров развития Дальнего Востока и всей России. Для достижения этой цели чрезвычайно важен конструктивный диалог с федеральным центром. В первый же месяц провел ряд результативных встреч с ключевыми федеральными министрами и руководителями. Добился выделения серьезной помощи из федерального бюджета. За это время неоднократно встречался с руководством страны, полномочным представителем президента Российской Федерации на Дальнем Востоке и с самим президентом. Чтобы достичь прорывного роста благосостояния и качества жизни якутян, региону нужна новая экономика, включающая промышленные отрасли, инновационную экономику и креативные индустрии. Нужна современная транспортная инфраструктура. В республике уже идет работа по модернизации сети федеральных, региональных и местных автомобильных дорог. Пришло время строить Ленский мост. Он свяжет все точки экономического роста Якутии и сформирует новый северный широтный пояс страны. Это поможет России достичь лидерства в освоении Арктики, усилить взаимодействие с Азиатско-Тихоокеанским регионом и всем миром. Об интересе к инвестиционному потенциалу Якутии свидетельствуют соглашения, заключенные республикой на полях 4-го Восточного экономического форума. Планируется развивать проекты по беспилотному транспорту, нейротехнологиям, персонализированной медицине, дальнейшему строительству волоконно-оптических линий связи, электроэнергетики, Новые задачи поставлены в сферах образования, здравоохранения, обновления социальной инфраструктуры. Каждому населенному пункту республики нужны качественные и безопасные дороги, хорошие детские сады, школы, больницы. Будет ликвидировано аварийное жилье, построены умные дома и кварталы с высоким уровнем энергосбережения и безопасности. Глобальные цели и большие задачи ставятся для того, чтобы все это работало на человека. Для того, чтобы жизнь людей в нашем самом суровом на планете климате была спокойной, комфортной и безопасной.
Своей важнейшей задачей Айсен Николаев называет консолидацию якутян. Все жители республики должны стать единой командой, каждодневно работающей на общий результат. Неустанно двигаясь вперед, надо помнить, что наше богатство в многонациональности. На это единство опирается мощь и государственность Российской Федерации. Лидер республики, понимая колоссальную ответственность перед народом Якутии, прилагает все свои силы, весь свой опыт на благо людей, благополучие каждого жителя региона. Сейчас в Якутии проводится работа по актуализации стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года с учетом новых общенациональных задач. Она должна стать стратегией лидерства. У Якутии безграничные возможности для прорывного развития. Долг каждого из нас – сделать это реальностью. Надо идти вперед, задать новый темп позитивным переменам во всех сферах жизни. Старт уже дан. Якутия вперед! Саха Республикатын Илдархана Айсен Сергеевич Николаев үрдік солотугар кирер, өрүләк сере тома сағаланар. Начинается торжественная церемония вступления в должность главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. На внос государственных флагов Российской Федерации, Республики Саха-Якутия просим всех встать. Вносятся Конституция, основной закон Республики Саха-Якутия и церемониальный знак главы Республики Саха-Якутия. На сцену приглашаются председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким-Кимен, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Алексей Михайлович Ефимов.
избранный глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев с супругой Людмилой Валерьевной. Слово для оглашения результатов выборов главы Республики Саха-Якутия предоставляется председателю Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Алексею Михайловичу Ефимову. 9 сентября 2018 года состоялись выборы главы Республики Саха-Якутия. В этот день на территории республики осуществляли деятельность 795 участковых избирательных комиссий. В списки избирателей было включено 634 269 избирателей. Приняли участие в голосовании 321 158 человек. За кандидата Николаева Айсена Сергеевича проголосовали 229 314 избирателей, что составляет 71,41 голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия от 14 сентября 2018 года выборы признаны состоявшимися и действительными. В соответствии с пунктом 24 и статьей 64 Закона Республики Саха-Якутия о выборах главы Республики Саха-Якутия Центральная избирательная комиссия республики постановила считать избранным главой Республики Саха-Якутия Николаева Айсена Сергеевича. Постановление Центризбиркома Республики опубликовано в газете «Якутия» 20 сентября 2018 года. Уважаемый Айсен Сергеевич, поздравляю вас с высоким доверием народа, желаю вам больших успехов в работе во благо родной Якутии и нашей великой России. Разрешите вручить вам удостоверение об избрании главой Республики Саха-Якутия. Председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким-Кимен приступает к проведению процедуры вступления в должность главы Республики Саха-Якутия. Өтіктабыллақ Саха-Сирин олықтауқтары, онна Айсен Сергеевич Николаев Саха Республикатын Элдарханын үрдік солатуар киререк Юрюляк Теряин Кыттылахтара. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия и участники торжественной церемонии. При вступлении в должность главы Республики Саха-Якутия гражданин Российской Федерации Николаев Айсен Сергеевич, избранный многонациональным народом Якутии по итогам прямых выборов, состоявшихся 9 сентября 2018 года, приносит присягу на обоих государственных языках республики, текст которой установлен статьей 71
Конституции Основного закона Республики Саха-Якутия и Конституционного закона о главе Республики Саха-Якутия. Глубоко уважаемый Айсен Сергеевич, всенародно избранный глава Республики Саха-Якутия, прошу вас принести конституционную присягу. Саха Республикатын илдарханына бәхінәһін үті хубастақтық толором, Россия Федерациятын Конституциятын, онна федеральный хоконнары, Саха Республикатын Конституциятын онна хоконнарын, тутуғом, Республика национальный хударста бұғытынан анал тұрғын онна әлбәқ мұқтақ наротын интерехін көміскөм, кехи онна гражданин бұрабын үтіктім. Ден бәм үті апынан, онна жоғымынан андағаябын. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха-Якутия, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха-Якутия, защищать национально-государственный статус республики и интересы ее многонационального народа, уважать права человека и гражданина. Бүттін народ быварын түмігінен үрдік итеғалі ылан көйбіт Айсен Сергеевич Николаев Саха Республикатын Илдарханын үрдік солатуғар кирді. Всенародно избранный глава Республики Саха-Якутия Николаев Айсен Сергеевич официально вступил в должность главы Республики Саха-Якутия. Глубоко уважаемый Айсен Сергеевич, от имени всех якутян поздравляю вас со знаменательным событием для всего многонационального народа Якутии, вступлением в должность главы Республики Саха-Якутия и желаю вам успешной деятельности во благо родной Якутии и нашей великой Родины Российской Федерации.
Уважаемый глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич, в этот торжественный день вам передается символ главы Республики Саха-Якутия. Церемонию передачи символа проводит первый президент Республики Саха-Якутия, государственный советник Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Церемониальный знак главы является символом высшего должностного лица Республики Саха-Якутия на срок исполнения полномочий и вручается лично после принесения торжественной присяги при вступлении в должность. Церемониальный знак является отличительным знаком главы Республики Саха-Якутия во время проведения торжественных мероприятий и официальных церемоний. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Өтіктабыллах сақам серен бар жоны. Күнді өлжіттар, өтік маны доғыттар. Бастатан тұран әйеқа барғытығар ис сүрек бітен. Әрелгет, он әйтіғалгет ехен мақталбын тердебін. Мен үлем, санам, сүрін ирдебілінен, сақа херін ұлықтауқтырын инелергер әппетнес болла. Туақ бар билибін, күйіспін оқпын, төрәбіт дойдыбыт инекі хайдытығар анығым. Уважаемые якутяне, дорогие друзья, гости, с огромным волнением я обращаюсь к вам, ко всем жителям нашей бескрайней республики. В эти минуты начинается новый отчет моей жизни. Отныне главным мерилом моих помыслов и действий станет исполнение присяги, которую я принес сейчас перед всем многонациональным народом Якутии. Для меня это означает ответственность. Ответственность перед моими родителями, которые сегодня находятся здесь, перед моими учителями, которые дали мне знания, воспитали меня гражданином своей Родины, перед моей любимой супругой, с которой я иду вместе по жизни, перед моими детьми, в которых я вижу свое продолжение. Ответственность перед старшими коллегами, совместной работой, давшими мне возможность вырасти как руководителю и профессионалу. Перед многими людьми, начиная от Оленёкской тундры, заканчивая кремлевскими кабинетами, которые своей поддержкой все эти годы давали мне силы идти вперед. И это исключительная ответственность перед всеми жителями республики, перед нашей Родиной Якутией. Искренне благодарю вас за оказанную поддержку, за ваше доверие. Сегодня День государственности Республики Саха-Якутия, день, который подтвердил незыблемость нашего единства в составе федеративного российского государства, развитие республики как неотъемлемой частью великой российской державы. Якутия всегда была и будет оставаться форпостом России на северо-востоке Евразии. На нас в полной мере лежит ответственность за то, чтобы современная Россия развивалась, опираясь на огромный потенциал нашей республики. Якутия должна быть в авангарде освоения российской Арктики, в авангарде реализации национальной программы развития Дальнего Востока, о которой объявил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Сегодня мы стоим перед выбором, дорогие друзья, и выбор этот на самом деле судьбоносный. Оставаться ли нам в зоне привычной стабильности,
постепенно скатываясь на обочину глобального развития, или, поверив в свои силы, сделать смелый шаг вперед, сделать, не боясь трудностей и больших задач. За прошедшие 4 месяца я объездил всю республику, встретился с тысячами и тысячами якутян. И повсюду я вижу огромное желание, огромное ожидание перемен. Вижу желание людей не просто выживать в наших суровых условиях, а жить и трудиться в полную силу, в успешной и благополучной республике, республике богатых и счастливых людей. Импульс перемен задан сегодня новой стратегией развития страны. Настало время смело идти вперед к лидерству Якутии среди российских регионов, лидерству по темпам экономического роста, по развитию человеческого капитала, по улучшению качества жизни всех жителей нашей огромной республики. Уважаемые друзья, сегодня в Якутии реализуются индустриальные проекты мирового масштаба. Создается Якутский центр добычи газа и нефти, развивается один из крупнейших в стране угольных комплексов. Хорошие темпы набирают наши традиционные отрасли алмазодобыча и золотодобычи. Это основа нашей экономики, наш вклад в укрепление мощи и лидерства всего нашего государства. И вклад этот будет только возрастать. Сейчас перед нами стоят задачи масштабного обновления экономики в ответ на растущую в мире конкуренцию. Это технологическая модернизация промышленных отраслей, развитие инновационных и креативных индустрий. Важнейшие условия экономического прорыва – это цифровая трансформация, развитие IT-отрасли, доступность коммуникации и интернета во всех районах республики. Это даст мощный стимул для внедрения цифровых современных технологий в образовании, здравоохранении, в жилищно-коммунальном комплексе, в транспорте. В стране и в мире все больший интерес вызывают шедевры самобытной культуры и ремесел народов Якутии. Об этом свидетельствуют яркие победы и достижения якутян. Открываются большие перспективы для развития туризма, потенциал которого поистине неисчерпаем. Друзья, нет сомнения, что главной движущей силой экономического успеха будут знания и компетенции якутян. Поэтому в первую очередь нам необходимо новое качество образования, как главное условие приумножения человеческого капитала республики. С детского сада и школы, с ранних лет нам надо приобщать детей к научному познанию, формировать высокий интеллект и деловую инициативу. В условиях нашей республики остро стоит вопрос преодоления географического неравенства в доступе детей, молодежи к новым знаниям, ценностям культуры и достижениям науки. Важнейшая задача – духовный рост якутян, воспитание патриотизма и гражданственности молодого поколения. Уверен, наша общая цель – создание такой общественной атмосферы, чтобы каждый ребенок впитывал нравственные ценности и знания, получал все возможности для самореализации. Новая культура бизнеса и производства, комфорт и эстетика жизненной среды в наших селах и городах, достаток и благополучие каждой семьи – все должно работать на всестороннее развитие якутян, независимо от места проживания или социального положения. Развитие экономики – это, конечно же, прежде всего основа для улучшения качества жизни людей. Тружеников, которые вкладывают в производство свои силы и энергию, свое здоровье. В городах республики, в центрах экономического роста, в Нерюнгри, в Мирном, в Ленске, в Алдане должна быть создана современная социальная, жилищно-коммунальная, транспортная инфраструктура, не уступающая ничем лучшим городам нашего Дальнего Востока. Особая забота и внимание Арктике. За ней будущее Якутии. От декларативной поддержки арктической зоны нам надо переходить к реальным делам. Новая арктическая стратегия России открывает возможности для вовлечения в экономический оборот страны северных территорий Якутии с их колоссальными ресурсами. Мы должны активно участвовать во всех этих проектах для решения многолетних проблем наших арктических районов, для реального улучшения жизни жителей Арктики и ее коренных народов. Территория республики дает простор для реализации самых смелых проектов. Выполнение наших планов пойдет тем быстрее, чем скорее возрастет транспортная доступность Якутии. При поддержке федерального центра в рамках национальных проектов начнется реконструкция местных аэропортов, строительство федеральных и региональных дорог, в полную силу заработает железная дорога до Нижнего Бестяха. Ключевым вопросом, требующим решения, должно стать строительство Ленского моста,
который соединит колоссальные пространства северо-востока России. Несмотря на всю сложность задачи, непростую экономическую ситуацию, я уверен, что мы приложим все усилия, чтобы эта мечта многих поколений якутян наконец осуществилась. Уважаемые сограждане, главное достояние, объединяющее нас, это наша земля, наша природа, бескрайняя, суровая и любимая. Это она, богатая, но и очень уязвимая. Мы все должны прийти к пониманию, что нельзя бесконечно и бездумно только брать от природы, истощая землю, загрязняя воду и воздух. Я убежден, что, развивая экономику, планируя любой проект, нам надо заботиться о родной земле, заботиться о людях, живущих на ней, создавать здоровую среду для каждого человека, для его благополучия и счастья. Именно поэтому сегодня вечером, после вступления в должность, первым я подпишу указ об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия. Этот указ определит меры по сохранению окружающей среды, чистоты лесов и рек республики, снижению ущерба экологии от деятельности промышленных предприятий, по созданию безопасной и комфортной среды в населенных пунктах республики, по формированию экологической культуры всего нашего общества. У всех нас общая судьба – жить здесь, хранить нашу землю для будущего, для наших детей, внуков и правнуков. Мы, якутяне, веками показываем всему миру пример жизнестойкости в самом суровом климате, где живет человек. Я считаю, что сейчас нам надо формировать и показать миру новую культуру, новую философию отношения к природе, найти баланс между технологическим развитием и сохранением окружающей среды для будущих поколений. Уважаемые друзья, сегодня наше правительство начинает работу по актуализации стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия на период до 2032 года. В стратегии должны быть учтены мнения, предложения, инициативы жителей республики. Нам надо вместе определять приоритеты, вместе идти к поставленным целям, опираясь на силу гражданского общества и открытость власти. Только консолидация всего общества, всех якутян, независимо от политических предпочтений, религиозных убеждений, национальности или социального положения, позволит достичь положительного результата. Якутия станет регионом высокой культуры и образованности, лидером, сильной экономикой с высоким качеством жизни людей, регионом, открытым для лучших умов и талантов со всей нашей великой России. Мы должны работать так, чтобы были востребованы способности и энергия каждого, открывались новые возможности для молодежи, а старшему поколению было гарантировано благополучное долголетие. Объединимся для достижения общих целей. Добьемся главного, чтобы люди в нашей республике, от Якутска и промышленных центров до самого отдаленного наследия, жили богато и счастливо. Я искренне желаю успеха и благополучия всем нам, дорогие якутяне. Пусть процветает родная Якутия, пусть процветает наша великая страна, Российская Федерация. Тургурдон Саха, Тургурдон Улу Россия. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Российской Федерации, полномочному представителю президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрию Петровичу Трутневу. Уважаемые участники торжественной церемонии, уважаемый Айсен Сергеевич, поздравляю вас с праздником, с Днем Государственности. Уважаемый Айсен Сергеевич, поздравляю вас с вступлением в должность главы Республики Саха-Якутия. На выборах люди оказали вам большую поддержку. У вас один из лучших результатов выборов Российской Федерации.
Это говорит о том, что люди верят в вас, доверяют и уважают вас. И это очень важно, потому что доверие людей – это и есть та сила, с помощью которой можно изменять жизнь в республике. Именно на доверие людей надо опираться. Вы только что поклялись своей честью и достоинством работать во благо республики, работать во благо жителей. Я хочу сказать, что сделать предстоит много для того, чтобы каждый год жители республики жили лучше. Хочу сказать, что мы будем рядом с вами в этой работе. Мы будем работать вместе с вами. Желаю вам удачи и успехов. Всего доброго. Уважаемый Айсен Сергеевич, примите наши искренние поздравления в связи с официальным вступлением в должность главы Республики Саха-Якутия. Саха Республикатын Илдар Ханығар Урой Айхал. К выносу государственных флагов Российской Федерации и Республики Саха-Якутия просим всех встать. Церемония вступления Айсена Сергеевича Николаева в должность главы Республики Саха-Якутия объявляется завершенной. Уважаемые участники церемонии. Для приветствия имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Бастатан туран бука барагытын республикабыт государственный күннен ититик истейник агартелипин көңүлләр. Ис сүрәкбеттен бука барагытыр мактанабын, эрелги тихин, итагалги тихин. Дорогие друзья, я искренне поздравляю всех вас с прекрасным сегодняшним днем, с Днем государственности Республики Саха-Якутия. Я всегда в своей работе опирался на простых людей. И благодаря вам, жителям нашей республики, нашего города Якутска, нам удалось столько сделать. И именно благодаря вам я сегодня стал главой Республики Саха-Якутия. Я уверен, что все то, что мы сделали здесь, в Якутске, за последние годы, будет продолжено. И мы это продолжим не только здесь, в Якутске, но и в других наших районах, и в арктических, и в центральных, вилюйских, заречных, южных наших районах, западных промышленных районах республики. И у нас все получится, потому что самое главное достояние республики – это ее люди. Это тот человеческий капитал, который позволяет нам идти вперед. Недавно на встрече с избранными губернаторами президент нашей страны Владимир Владимирович Путин сказал мне: «Айсен, я уверен, что у вас все получится. У вас богатая территория и очень талантливые люди. Поэтому ничего не бойся, иди вперед, и все будет нормально». Я уверен, что все у нас получится, дорогие друзья. Вместе мы пойдем вперед, Якутия пойдет вперед, жизнь
в Якутии будет налаживаться, люди в ней будут жить богато и счастливо. Да здравствует наша республика Саха-Якутия, да здравствует наша держава Великая Россия. С праздником! Уруяйхау! Поприветствуем аплодисментами главу Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Ура! В честь Дня государственности Республики Саха-Якутия звучит Осохой – танец единения и дружбы. Возьмемся за руки, друзья. Дружно встанем в круг Осохая. Пусть он станет символом нашего всеобщего единства и дальнейших побед. Якутия, вперед!
Рясу